Согласно расследованию радио «Свободная Азия», около 90 уйгурских девушек заперты на китайской швейной фабрике в Синьцзяне, вынуждены усидеть в день, 7 дней в неделю и подвергаются регулярным словесным и физическим оскорблениям. Согласно 4 источникам, в том числе деревенскому суперинтенданту и руководителю службы безопасности фабрики, компания Ванхэ Гармент Ко ЛТД в округе Марал-Биши, расположена в соседнем районе Яркан-2, сообщает РФА. У него есть секретное соглашение с профессионально-техническим училищем, в соответствии с которым студентки в возрасте от 16 до 18 лет направляются на работу на фабрику против их воли. Местные власти оказывают давление на родителей, чтобы они не возражали против того, чтобы их дети работали на фабрике. По словам деревенского старосты, женщины ответственны за то, чтобы убедить родителей отпустить девочек. Общеустановленная энергетическая мощность в оккупированном Китаем Восточном Туркестане была увеличена до 50,26 миллиона киловатт с подключением к сети фотоэлектрического проекта мощностью 500 тысяч киловатт. В настоящее время новая энергетическая мощность в регионе соответствует 41% от общеустановленной мощности. Общеустановленная китайская новая энергетическая мощность в Синьцзяне была увеличена до 50,26 миллиона киловатт после того, как в четверг к сети был подключен фотоэлектрический проект мощностью 500 тысяч киловатт, сообщило 14 июля китайское пропагандистское агентство Синьхуа. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что она готова работать с Китаем в областях, представляющих общий интерес, включая реструктуризацию долга бедных стран. Йеллен, которая провела пресс-конференцию перед встречей министров финансов и руководителей центральных банков G20 в Индии, сказала, что ее визит в Пекин на прошлой неделе помог поставить американо-китайские отношения на более прочную почву и что две крупнейшие экономики мира обязаны сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес. Экономика Китая выросла на 0,8% во втором квартале, превзойдя ожидания, в то время как ее годовой темп роста в 6,3% не оправдал прогнозов. Годовой прогноз экономистов по росту составил 7,3%. Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретились в столице Индонезии Джакарте. На саммите АСЕАН Китай дал понять, что будет укреплять свои связи с Россией. В Южно-Китайском море был подписан пакт о ненападении. Против строительства администрации Пекина баз на островах на основании ее претензий на суверенитет в Южно-Китайском море выступают страны региона, а также США. Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, зерновая сделка фактически закончилась, она остановлена. Россия немедленно вернется к зерновому соглашению, как только будут выполнены соответствующие условия, сказал он.